Здравствуйте, мои дорогие, замечательные Татьяны! Сегодня для вас благословение высших сил на картах Таро. Сначала расскажу немножечко про ваше имя. Ближайший день Татьяны – это 8 февраля. Он был совсем недавно. До этого 25 января был Татьянин день. А следующие ваши именины – 17 июля. Вы знаете, вот ваше имя, оно прекрасно. Оно всегда будет означать человека, который может мирить людей, который может приводить окружающие процессы в равновесие, может раз и навести вокруг себя порядок и упорядочить любые вещи, абсолютно любые вещи сделать из хаоса полностью идеальными. Такое имя дается душе, человеку, который несет определенную миссию на этой земле. И, естественно, эта миссия, она больше руководящая. То есть женщина как руководитель, женщина может быть глава семьи. И такая женщина навсегда будет стараться сделать все правильно. Она всегда будет стараться заботиться о своих любимых людях. И есть в ней немножечко и бунта, потому что если она видит вокруг себя несправедливость, если она видит вокруг себя нечестность, она будет стараться это исправлять. Я считаю, что Татьяна – это очень-очень хорошее имя. Оно дается только самым улыбчивым, прекрасным женщинам. И сегодня мы для вас сделаем благословение высших сил на картах. У нас обе колоды – это Таро ангелов. Давайте сначала начнем вот с этой колоды. Посмотрим на Таро ангелов. Благословение высших сил для вас, дорогие Танечки, дорогие Татьяны. Итак, мы здесь с вами видим, карты показывают, что вам нужно помнить в скором времени о щедрости, и вы должны относиться к людям ровно так, как хотите, чтобы они относились к вам. Татьяна у нас очень добрые, все душевные женщины, и ангелы видят это в вас, высшие силы в вас это видят. И они благословляют вас на то, чтобы помогать людям. Как только вы поможете окружающим, поможете людям, может быть, даже совсем вам незнакомым, у вас сразу же идет закрытие всех ваших долгов, особенно материальных, допустим, финансовых долгов. Если вы таковых не имеете, вы начнете получать прибавку в доходах, премию или еще какие-то подарки именно в виде финансового вознаграждения. Конечно, это будет не от тех людей, которым вы помогали. Карта, она говорит, что нужно помогать бедным, нужно помогать нуждающимся, но они не сразу смогут вам отдать сторицей, да? Зато отдадут другие люди. Они будут с вами очень добры. И, естественно, у вас пойдет финансовый успех. Также мы здесь видим, что в личной жизни с вашим партнером, а у вас обязательно будет партнер, даже если вы одиноки, вот по этой карте все равно будет партнер, да, будет именно взаимный обмен энергиями, когда вы очень хорошо друг к другу, вот светло так относитесь, уважительно друг к другу. И это залог длительных, свободных, приятных отношений, не как свободные отношения, а именно когда люди чувствуют себя очень хорошо в отношениях и на них ничего не давит. Вот именно когда ты понимаешь человека с полуслова, вот такое благословение вам высшие силы дают. И также у вас в кошельке будет достаточно денег для того, чтобы обеспечивать себя, но только в случае вашей щедрости. Также карты здесь говорят, благословляют вас высшие силы, больше никогда не вступать в сражение.
В прошлом у вас было очень много каких-то стычек, сражений, может быть, скандалов с кем-то, может быть, непонимание, может быть, в работе что-то такое было, соперничество какое-то. И благословение состоит в том, что сейчас вы будете жить в мирное время. Когда вы переходите в ситуацию, что вы не попадете в плохую вот эту вот борьбу, вот может быть в чье-то, даже как сказать, не свяжетесь с чьим-то предательством больше никогда. Высшие силы, это, извиняюсь, это Демид хрюкает, мой мопс. Высшие силы, они очень хотят вас освободить от любых склок и от любого противодействия с другими людьми. Больше никто не будет с вами враждебен. Главное в этом мире сейчас с вашей стороны поддерживать дружелюбие, да? Но сами люди, они не будут вступать с вами в противоборство и конфликты по своей инициативе. Высшие силы также благословляют вас на то, чтобы чего-то подождать, потерпеть, потому что урожай совсем-совсем скоро. Но главное не начинать обрывать что-то до срока. То есть бывает такое, что ты не дожидаешься там часа или минуты до того, чтобы получить результат. И высшие силы благословляют вас на терпение по 7 пентаклей. И они просят вас подождать, потому что вы явно чего-то ждете, Татьяны. И они просят еще немножко подождать. Скоро все будет хорошо. Скоро у вас сбудется то, что вы себе задумали, о чем вы мечтали. Проявите немножечко ожидания и терпения. Лучше все делать медленно и с расстановкой. Не надо бежать, сломя голову. И самое главное, просто чуть больше времени и спокойствия, и все получится. Если вдруг у вас терпения не хватает, главное, не бросайте, а просто отложите ваши дела на потом, займитесь чем-то другим, отдохните, а потом к вашим делам снова возвращайтесь. Я здесь вижу также, если вы с кем-то ругались недавно или, может быть, с кем-то были напряженки в отношениях, то скоро как раз-таки все станет хорошо. Но посмотрите, как хорошо тут люди сидят мирно у камина, да, у камина. Поэтому, конечно, карта такая вся теплая, замечательная. Может быть, вам можно провести время вот так с кем-нибудь в такой вот приятной, хорошей, теплой домашней обстановке. И высшие силы, они тоже вас на это благословляют, конечно. Следующая у нас карта показывается. Вот такой вот замечательный мужчина, король пентаклей. Одинокие Татьяны, знайте, что вам идет мужчина в жизнь. И он вам будет свой пентакль предлагать. Карта наслаждения результатами. То есть, когда у вас идут денежки в жизнь. И богатенький человек, может быть, да? Или успешным станет ваш муж, ваш постоянный партнер. Может быть, даже ваш отец, если вы слишком молоды. Карта показывает и ваши результаты трудов. То есть, может быть, вы много работали, что-то старались, делали. А Татьяны, они стараются всегда быть очень целеустремленными. И, соответственно, вы заработаете много денег. У вас наладится финансовое положение в скором времени. Высшие силы благословляют вас. И если вдруг в голову придет новая идея, нужно за нее смело браться и делать. Старайтесь не откладывать на потом ваши новые идеи. И не бросать их. А вообще, высшие силы, они будут во всем вам активно помогать. Главное, иметь светлые цели. Я считаю, что когда у вас будет богатство, по этой карте главное его сохранить, то есть уметь управлять этим богатством. А у вас как раз-таки есть такие таланты хорошо и качественно управлять финансами по вашему имени, да, по вашей энергетике. И, конечно, все получится. Для многих карта означает очень благоприятный брак, серьезные отношения. И бывает такое, что может быть деловое партнерство, хороший клиент на многие годы, какие-то продуктивные знакомства, новые друзья, да, по этой карте тоже идут с мужчиной, дружба с мужчиной. Ну, а если это любовный крепкий союз, то вы будете всегда под защитой вашего человека. Тем более, что первая карта об этом тоже вам сказала. Замечательные карты вам выпадают, Татьяна.
благословения тут просто прелестное, конечно. Давайте смотреть послания наших ангелов дальше теперь на вот этой колоде. Вот тоже 3 карты теперь я выкладываю. Там было 4, тут 3, чтобы их было 7, да? «Войдите внутрь себя», говорит первая карта. Вы обладаете глубокой интуицией, внутри вас заложены удивительные способности, которые лишь ждут, когда вы их откроете. Найдите время, чтобы посидеть в тишине и покое и поразмышлять о своих заветных желаниях. В процессе медитации или молитвы. Прямо сейчас не нужно предпринимать никаких действий. Наберитесь терпения. Вот вам выше карты то же самое сказали. Нужно в каком-то деле явно набраться терпения, чуть-чуть, вот прям подождать, чуть-чуть. Посланник изобилия, вторая карта. В вашу жизнь приходят замечательные новости, относящиеся к вашей карьере. Новая работа, продвижение по службе или возможность поступить в элитное учебное заведение. Возможно, вы почувствуете готовность сделать что-то такое, что прозвучит как вызов. Эта ситуация может включать кого-то, кто будет рад трудиться рядом с вами. Этот человек, возможно, это вы сами, оптимистичен и очень умен. И следующая карта – 9 эмоций. Это восхитительное время в вашей жизни, когда желания удовлетворяются, а мечты сбываются. Может показаться, что удача сопутствует вам, но в действительности счастливые моменты – это всего лишь вознаграждение за то, что вы любящий и прекрасный человек. Ваши ангелы просят вас радоваться жизни. Ну вот видите, какие замечательные послания для Татьян. Благословения высших сил сегодня Татьяна у нас получили. А если вы хотите услышать благословение для своего имени, пишите комментарии. Или, может быть, Татьяны захотят услышать благословение для своих подруг, для дочерей, для близких людей, для мам. Пишите комментарии, какое имя вы желали бы здесь услышать. И мы будем рассматривать эти предложения и публиковать. Всем пока и до новых встреч!